أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Итак, уважаемые братья, мы рассказывали в прошлых уроках про год печали пророка, алейхиссалату вассалам, когда он потерял дядю Абу Талиб, который был всегда защитником, и также потерял свою любимую жену Хадиджа, радиаллаху анха. И тогда у пророка, алейхиссалату вассалам, не было другой жены, только одна жена была, Хадиджа. После всех трудностей некоторые женщины предлагали пророку, алейхиссалату вассалам, жениться. И тогда он женился на Саудат бин Замат. Это жена пророка, алейхиссалату вассалам, да будет Аллах ей доволен. Она взрослая женщина была, больше 50 лет. С этого мы понимаем, пророк, алейхиссалату вассалам, все свои годы молодости он жил с женой Хадиджа, радиаллаху анха, которая была старше него 15 лет. И это тоже взрослая женщина. Что мы должны понять, это ответ тем людям, которые утверждают, что пророк, алейхиссалату вассалам, очень много любил женщин. А если он любил бы, тогда он женился бы только на молодые и в молодости. Все жены пророка, алейхиссалату вассалам, было по воле Аллаха. Просто он от себя ничего не делает. И также была воля Аллаха, чтобы он женился на Аиша, радиаллаху анха. Она была маленькая, она была как дома, как ребенок, игрался игрушками, пока пророк, алейхиссалату вассалам, не переселился с Мекки в Медину, он с ней не был как мужчина с женой. И тогда пророк, алейхиссалату вассалам, женился на Сауда, чтобы она посмотрела за остальными дочерями, как Фатима и остальные. И дочеря пророка, алейхиссалату вассалам, не были против пророка, против отца, когда он захотел жениться. Как некоторые дочеря сейчас в наше время, они хотят, чтобы отец никогда не женился. Бывают такие тоже. Если отец женился, уже он враг для дочерей. Не дай Аллах тоже таких дочерей. Они были воспитаны Хадиджей, радиаллаху анху, также воспитаны пророком, алейхиссалату вассалам, никак они не имели, не показали недовольствия. И это время с Эфиопии, с Хабаша вернулась Умму Кульсум, другая дочь, которая переселилась с Усманом. И когда она домой вернулась, она увидела, что нет Хадиджи дома, радиаллаху анха, матери. Как мы знаем, с Усманом они там были. Когда они друг друга увидели, сестры, они обняли друг и заплакали, когда она увидела, что нету дома матери, чтобы обнять и почувствовать ее запах. И здесь смешалось слезы печали, также слезы радости. Радости, что они встретили сестру, слезы печали, как они начали вспоминать, что они потеряли свою мать Хадиджа, радиаллаху анха. Итак, в Мекке не остались мусульмане. Причина, что они остались мусульмане, пророк, алейхиссалату вассалам, договорился с асхабами, которые в Медине были. Когда они туда с торговлей, цель торговли приезжали, они дали пророку, алейхиссалату вассалам, слово, что они будут защищать его, что будет помогать и будет любить. И пророк, алейхиссалату вассалам, повелел всем сподвижникам переселиться в Медину. Смотрите, ни один сподвижник не имел права даже переселяться с Мекки. Хотя они могли бы жить в любое место поехать, да? Где их никто не знает, спокойно молиться Аллаху даже. Вот что удивительно. Они даже не имеют права уехать с Мекки, пока не будет на это воля Аллаха, разрешение от Аллаха. Это испытание, это для всех мусульман примером, они должны остаться там, чтобы испытать все трудности и показать для остальных будущих мусульман пример. И когда было разрешено переселяться, все мусульмане переселились, кроме некоторых. Абу Бакр, радиаллаху анху, и пророк, алейхиссалату вассалам, и старики,
которые не могли переселяться, также женщины, которые были замужем за кафира, или же были слабые взрослые женщины, и также рабы, мусульмане-рабы, которые под кафирами. Смотрите, раб не имеет даже права уезжать, не имеет права. Вот Аллах ему разрешил, смотри, пророк, алейхиссалату вассалам, же может им говорить, все, они кафиры, вы для них не рабы. Нет, не говорит. Вот он кафир, господин, только через выкуп. Настолько ислам был справедливым. И тогда, через некоторое время, переселяется пророк, алейхиссалату вассалам, и Абу Бакр, радийаллаху анху. И оставили свою семью, последнего остались. Там Фатима и другая дочь Рукия, Умму Кульсум. Семья пророка до последнего остались там. И также семья Абу Бакра. Они себя с первого не спасли, здесь до последнего остались. Всегда остаться имамы, алимы, которые любят Аллаха, дааватом занимать, они до последнего должны всегда примером быть. И как пророк, алейхиссалату вассалам, устроился в Медине, было разрешено пророку, алейхиссалату вассалам, чтобы он взял с собой семью тоже, к себе, то есть. Он отправил Зайд бин Хариса. Зайд бин Харис, это его звали Зайд бин Мухаммад. Сын Мухаммада звал пророк, алейхиссалату вассалам. Но однако Аллах, когда запретил установить и назвать сыновьями чужих сыновей, его звали Зайд бин Хариса. И отправил с ним Абу Рафия, чтобы они оба привели дочеря пророка, алейхиссалату вассалам, с Мекки, и также жены пророка Умму Сауда, которая взрослая была, Сауда, то есть, и также семейство Абу Бакра. Они пошли за ним. Пока когда туда дошли и готовились выйти, в то время, когда, чтобы никто не увидел их, чтобы не мучали их. Но однако узнал один из кафиров, что семья пророка собирается уезжать. Даже уезжать вот не дают спокойно. Он за ним следил, и когда они сели на верблюде, чтобы уезжать, вот чтобы это верблюд, как это называется, сзади вот бывает их бьют вот так, чтобы они неспокойно ездили. Нет, верблюд, чтобы, как это называется, чтобы вышел с контроля. Они начали гонять этих верблюд, это кафир, его зовут Хувайрис бин Нукайт, издеваться. А женщины не могут же, когда верблюд из себя выходит, держаться на них же не могут. И упала дочь Фатима и дочь Умму Кульсум. Они оба упали от верблюда. И так они были устали вот, в течение 3 года. Там худые были, слабые были, больные были. Вот мы же рассказывали, ушли в горах, когда они 3 года оставались. Это много времени между ними не прошло. Им очень больно было, говорит, и они ранились, говорит. И тогда эта новость дошла до пророка, алейхиссалату вассалам, что издевались над его дочерями. И в арабах было такой адат, что женщин не мучали они. Этот человек потерял свой адаб, и джахлиятский адаб потерял, и все потерял, как он мог выйти мучать женщин. И пророк, алейхиссалату вассалам, взял это на заметку. Он не мог забыть это, потому что мы знаем, как он любил дочь Фатимат и остальных. И сказал своим сподвижникам, кто на себе возьмет убить этого человека, найти кого-нибудь убить. Аля Асхаб, радийаллаху анху, сказал, он взял на себя это. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, убейте этого человека, Хувайриса, хоть он будет, где вот Хаджар Асвад, черный камень есть, вот будет привязаться к нему, вот камень, убейте, говорит, ему пощады не надо. И Аля Асхаб, радийаллаху анху, когда убил его? Через сколько лет прошло, когда пророк, алейхиссалату вассалам, завоевал Мекку. Смотрите, настолько не было доступа мусульман к Мекке. Прошло столько лет, даже добраться до этого кафира невозможно. Иначе мусульмане сразу убили бы его. Настолько пророк, алейхиссалату вассалам, вышел из города, своего села, который любил, даже зайти просто так не может. Вот то, что пророк, алейхиссалату вассалам,
увидел. Действительно, когда он Аляса поймал этого человека, он просил, умолял, простит, как других кафиров всех простил же, кроме некоторых. Пророк алейхиссалам назвал их именно. Также сын Абу Джахла Икрима. Но однако пророк алейхиссалам его простил. Про него тоже сказал, хоть он будет привязаться вот на эти же хумаш, материал Кабы, убейте его, сказал. Но однако его жена ислам приняла и попросила у пророка защиты за своего мужа. И пророк алейхиссалам принял защиту, простил того. А этого нет, не простил. Также и так дошли Фатима и Умму Кульсум до Медины. Пророк алейхиссалам очень обрадовался, и дочеря обрадовались. И Фатима особенно сильно обрадовалась, когда увидела, что пророк алейхиссалам наконец-то у уважаемых людей, который уважает пророка и любит, и защищает, и держит свое слово. Как мы знаем, мединские ахлу, мусульмане, ансар, они любили больше самих себя, больше детей, пророка и также мусульман. И тогда сердце успокоилось, которое она всегда переживала, боялась, когда же вот отец наконец-то успокоится, обрадуется. И пророк, алейхиссалам, как мы знаем, в Медине тоже долго, он просто спокойно, до смерти, можно сказать, он не жил никакой час. Эти кафиры несчастливые, они не оставили пророка, даже в Медине. Они оттуда уже начали нападать на Медину. Итак, если посмотреть, почти вся жизнь пророка, алейхиссалам, только беды и испытания. Мы как знаем, Таиф, пророк, алейхиссалам, какой дуа сделал? Когда дети издевались, кровь, даже обувь, если крови было, что он сказал, пророк, алейхиссалам? Он сказал: «Я Аллах». Коротко говоря, какие бы испытания ни было, если ты доволен мною, я это все готов терпеть. Но однако я прощу тебя, чтобы ты помиловал. Понимаешь? Слабый, все равно пророк, алейхиссалам, тоже человек. Когда настолько уже все издевались, он подумал, может, Аллах злой на меня, может, Аллах гневался на меня. Вот из-за этого он боялся. А если не гневался Аллах, просто испытывает, здесь проблем нет. Но все-таки я, говорю, прошу Аллах, чтобы ты меня как защищал. То есть он об этом просил у Аллаха. Но однако он никогда не проклинал. Когда Малаик пришел уничтожить всех кафиров, он сказал: нет, не надо. Может, среди них, среди их детей, потомков, может, выйдет, кто скажет: ла иляха илляллах, Мухаммад Расул. Он был всегда душой открытый был, не жалел свою милость. И мы знаем, как бы мы себя хорошо, достойно не вели, нам спасения от шайтана нету, пока мы шаг не возьмем в рай. Когда одного имама спросили: о, отец говорит, сын говорит, когда мы отдохнем, говорит, когда мы отдохнем? Отец сказал: когда мы первый шаг возьмем в рай, вот тогда отдохнем, говорит. До рая, пока рай не зайдем, нам нету безопасности. Имам Ахмад, самый из великих людей, на его тазият, на джаназа, настолько было много людей, что история не знает, говорит, столько, чтобы людей было на тазият, на джаназа, как имам Ахмаду. Все улицы, говорит, полные были, говорит. И даже люди, от того, что места не было, в пароходах стояли, оттуда джаназа молились, говорит. Людей в домах заходили, оттуда стоя молились, говорит. А мы знаем, как имам Ахмада мучали, в тюрьму посадили, издевались. Но Аллах показал, какой он великий перед Аллахом после смерти его. Как бы его не старались, но Аллах показал всем, какой он был человек. Хочу сказать про него, имам Ахмад. При смерти он высказал какое-то слово. Я еще от тебя небезопасности, говорит. Когда спросили: о чем ты, имам Ахмад? О чем ты говоришь? При смерти он сказал: ко мне явился шайтан, говорит. Шайтан. И говорит: наконец-то ты от меня спасся, ты, имам Ахмад, говорит. Ты сейчас спокоен, говорит. Я не смог тебе победить, говорит.
Имам Ахмад говорит, нет, говорит, еще нет гарантии, что я тебя победил, говорит. Хотя мы знаем, какой великий имам. Он не восхищается сам собой. Он не уверен, что в имане уйдет еще. Пока он ла иля илляллах калима не скажет, не умрет, и говорит, я еще от тебя не безопасности, говорит. То есть шайтан хотел в этот момент, его есть самодовольство, чтобы у него получил. Да, я тебя победил, ты меня не смог победить. Он сказал, нет, говорит, я еще не смог тебя победить, пока не завершу истинно на это свою жизнь. Дай Аллах нам быть похожи на этих праведников, пророка, алейхиссалату вассалам, чтобы всегда уповались на Аллаха, не удивлялись, не восхищались самим собой. И пусть Аллах наши деяния будет все ради Аллаха искренно. Пусть Аллах баракат поставит в наших деяниях. Амин, амин, амин. Иншаллах, продолжим дальше семейство пророка, алейхиссалату вассалам. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي